Хоккей является, пожалуй, одним из самых зрелищных видов спорта. Турнир среди школьных команд, посвященный памяти главы города Чебоксары Олега Картунова, стал уже традиционным. Являясь президентом благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта, Олег Игоревич внес существенный вклад в развитие спорта на территории города Чебоксары и Чувашской республики. Проходят соревнования на крытом тренировочном катке «Новое поколение» спортивного комплекса «Спартак». Это действительно очень яркое и зрелищное событие. Управление физической культуры и спорта администрации города считает развитием детского спорта и в том числе игрового такого вида спорта, как хоккей, приоритетным. Поэтому у нас большое внимание оказывается проведению школьной спортивной лиги по хоккею и вообще развитию хоккея в городе. Играет на сегодняшний момент 32 команды у нас. Есть, конечно, проблемы с формой. Хотелось бы, конечно, чтобы все принимающие участие в школьной хоккейной лиге имели достаточно серьезную защиту, потому что вид спорта очень контактный. Но я думаю, что мы и в будущем будем уделять большое внимание. И я думаю, что появятся и спонсоры, желающие помочь детям в приобретении школьной формы. Хоккей – очень динамичная игра, а болельщики горячо поддерживали любимые команды. Несомненно, данные соревнования позволяют привлечь учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, способствуют популяризации хоккея и здорового образа жизни. В Чебоксарах много площадок, где ребята могут тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Вообще у нас в зимний период проблем со льдом нету, потому что в городе работает более 50 катков, площадок, дворовых хоккейных коробок, то есть коммерческих катков, также крытые, пожалуйста, площадки, то есть проблем нет, есть проблемы по времени тренировок в крытых фоках, где и здесь у нас в «Спартаке», потому что лед постоянно занят, большая востребованность. Победителем соревнований стала команда «Медведи» Чебоксарской средней общеобразовательной школы номер 39. Поздравляю! Что нужно сделать? Кубок вверх и... Таким образом, главная задача таких проектов – это поддержать юных спортсменов, чтобы они сделали свои первые шаги на пути к успеху. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.